Вы оказались на необычном уроке литературы. Здесь вам не поставят двойку, если не прочитали нужное произведение. Здесь вам увлекательно расскажут о том, с чем вы еще не знакомы. Литра – это проект, который научит понимать и ценить родную литературу. Кто, как не сверстники, лучше объяснят сюжетные хитросплетения легендарных произведений. Вместе познакомимся с героями романов, повестей и стихотворений. Поищем ответ на вечный вопрос – а что же хотел сказать автор? Здесь не будет оценок «отлично» или «удовлетворительно». Выдохните. Здесь каждый остается при своем мнении, и мы будем только рады, если вы после каждого выпуска отправитесь в библиотеку. Проект «Литра» создан для того, чтобы классика башкирской литературы стала понятна всем, даже таким, кто как я. На родном языке может сказать только «рахмет» и «салям». Вы знаете этого писателя? Ой, нет, наверное. Нет, не знаю. Магомаев? Нет, это башкирский писатель. Мустай Карим? А вы каких писателей знаете популярных башкирских? Пушкина. Пушкина? Вроде он... башкирский. Ой, тогда не знаю. Не помню. Это Денис? Знаю, что наш поэт. Известный башкирский писатель Денис Буляков. Наш актер, певец. Композитор? Нет, не Рами Гарипов. Нет. Извините. Сегодня на Литре мы познакомимся с творчеством Дениса Булякова. Он родился во время Великой Отечественной войны в деревне Арсланово Мелеузовского района. Работал литературным сотрудником разных советских газет. Учился в литературном институте имени Максима Горького в Москве. Это очень круто. И сегодня мы с ребятами обсуждаем прекрасное произведение Дениса Булякова «Клен обновляет листья». Ну что, друзья, все его прочитали? Да. И какие ваши эмоции? Смешанные на самом деле. Мария Гордиенко, ученица 10 класса Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии номер 1. Она не ограничивает себя только пятерками. Спокойно может получить трояк по Литре. Мечтает бить татуировки и снимать фильмы. Мне сразу с первых строчек показалось, что книжка немножко не на наш возраст. То есть для ребят помладше явно. Честно, было немножко скучно. И именно поэтому я ее не дочитала до конца. Я признаюсь, я взялась за эту книгу. Дарья Карпова, ученица 11 класса школы номер 127. Ее хобби – приготовление десертов и пешие походы. Литература – ее любимый предмет в школе. Мне было очень интересно познакомиться с творчеством Дениса Булякова, но как-то у меня... Да, не пошло у меня дальше. Мне понравилась, хорошая книжка. Мне кажется, легко читается достаточно. Но книга, да, для детей помладше. Дарья Шепелева, ученица 10 класса гимназии номер 121. Она увлекается эстрадными танцами, пишет стихотворения и мечтает работать режиссером телепрограмм. Для детей, которые должны узнавать понятия о дружбе и о нравственности. Ну, она же легкая. Да, то есть там, условно, если ты привыкла читать какие-то сложные книги и ищешь там высоких, сложных образов, то ты их там не найдешь. Руслан Николаев, ученик 11 класса школы номер 97. Руслан обожает театры, ненавидит соцсети и отлично разбирается в истории. Это специфика просто детской литературы, а не конкретно этой книги. И я думаю, что здесь упрек скорее не в сторону Дениса Булякова, а в сторону просто специфики чтения детской литературы в нашем возрасте, в принципе. Да, наверное, ты прав. Но нужно брать еще в учет, что это перевод. И перевод довольно сухой. Даже для детской литературы очень мало эпитетов, интересных фраз, цепляющих. Зато динамично читается. Да, очень динамично, очень много действий происходит. В одной главе уже главные герои там успели в школе побывать, и с друзьями повидаться, и перессориться, и помириться, где-то подраться. Динамично. Денис Буляков начал публиковаться в 1959 году. В 1971 году был издан его первый сборник рассказов «Осколок солнца». Написанные им в разные годы повести «Соловушка», «Белые дома моей деревни», «Колокольчик», «Самая долгая ночь» об идеалах справедливости и духовности человека. За роман «Жизнь дается однажды» Денису Булякову была присуждена государственная премия Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева. Это как Оскар для писателей Башкортостана. О чем эта книга? Про что она нам повествует?
О дружбе. То есть какой основной мотив вы видите? Дружба это как бы да, а вот что вы, допустим, заметили такого интересного? Помимо дружбы. Ну, даже вот с первых строчек мне показалось, что образы главных героев достаточно хорошо прописаны. Сначала они, конечно, не так хорошо прослеживаются, просто как герой, да, наверное, без его каких-то характерных черт, но потом я где-то плюс-минус до середины дошла, потом становится понятно, кто он такой. И даже поступки в первой главе уже о многом говорят о героях. Это интересно. Вот с этой точки зрения, если рассматривать книгу, она действительно подцепляет своими героями. Для меня они были с завершенными образами. Ну да, образ-то завершен. Понравился ли этот образ? Мне нет. Меня немножко раздражали их поступки, потому что люди должны уметь решать проблемы словами через рот. Но на протяжении всей книжки они просто бегали друг за другом и такие: ты предатель. Они такие: почему? Ты такой: я заплакал и убежал. Ну, да, конечно, там, это все дети, но мне кажется, сейчас такого у детей нет. Или у вас есть другое мнение? Что вроде больше разговаривают. Нет, ну вот у нас телезрители помнят, что мы на прошлых обсуждали, да, наших встречах, и, как говорил Руслан, это специфика детской литературы. Дети не могут решать все словами. В принципе, просто дети не особо, не то чтобы высокоморальные существа, они все дети, они просто Вспоминаем прошлые передачи. Мне кажется, как раз-таки дети самые высокоморальные. Мне кажется, это самые чистые, невинные существа. Ребенок это отчасти животное, которое социализируется. Которое нет, я договорю. Давай. Ребенок это как бы некий промежуточный этап, когда условно младенец, он не обладает социальными качествами, это очевидно. В детский период он их приобретает, то есть он еще не до конца человек, он не до конца социализирован, я это имею в виду. Не до конца человек. Ну да. Но он не до конца социализирован, я это имею в виду, просто социализирован, не до конца человек, да. Но он и не животное. Да. Это просто терминология. То есть я не вкладываю в это что-то оскорбительное. Переводя на более культурный язык, Маша, это просто в этом возрасте ребенок еще я поняла, это очень не до конца член очевидная вещь. общества. Да. Это очевидно. Там шестиклассники, ребят. Ну вот, верните шестиклассники, это шестой очень класс. даже то время, которое описывается там, еще можно как-то сказать, что эти дети, вот, настоящие дети, они только социализируются, только находят друзей. Но в настоящее время, сейчас, шестиклассник, ребята, это довольно взрослый чел, потому что дети очень рано сейчас взрослеют. Но это рассматриваем мы сейчас со своей точки зрения. Но если мы подумаем, то это да, это и вправду другое поколение, и там про других шестиклассников Ну, говорить. не знаю, вспоминая себя в 6 классе, не скажу, что я прям взрослела быстро. Я типичная шестиклашка была. Я вот с этой точки зрения понимаю главных героев. Но образы, да, может быть, не совсем где-то понравились, но они хорошо прописаны. Нет, ну в смысле, ну вот проблематику, которую ты сейчас поставила, да, то есть если возвращаться вообще к тому, о чем мы говорим, с чего мы начали, то есть ты говоришь о том, что они решают все не словами, а условно какими-то этими ребяческими поступками. И если мы рассматриваем это произведение как учебник, да, для жизни, то, естественно, нужно было сделать так, чтобы они там все через слова, через разговор решали. То есть в этом смысле, да, безусловно, нужно было сделать акцент на их компромиссном чутье, так скажем. Но если мы говорим о том, что более правдоподобно, то есть, естественно, более правдоподобно, ну, по крайней мере, в то время, в тот 6 класс, в то советское время, то есть, естественно, это такой более развлекательный, более просто детский рассказик. То есть там же нет цели высокоморально просветить человека. Просто вот эти вот все, как сказать, бега, условно, их выяснение отношений, это просто весело. Мне кажется, преследовалась цель просто развеселить читателя. Как-то развлечь, да, чтобы развлечь. это была настольная книга для того, чтобы познакомить детей с детством. Денис Буляков активно работал в жанре повести. Кто забыл, повесть – это прозаический жанр, занимающий по объему текста промежуточное место между романом и рассказом. Самое то, чтобы читать нам, школьникам.
Вот посмотреть на детство нынешнего поколения, таким они маяться не будут, ну нет. Лучше зайти там, позалипать видосики в ТикТоке или посмотреть. Ну, сейчас действительно легче просто в соцсети зайти, а не выходить гулять на улицу, поэтому думаю, что это не очень актуально для нынешнего поколения детей читать такую книгу. Хорошо, то есть Но нужно. мы разобрались с тем, что это развлекательные. Мне кажется, что она не развлекательная, она наоборот учит как бы детей совершать правильные поступки, а не как-то вредить своим же друзьям или портить между собой дружбу. Мне кажется, она даже поучительная. Да, как раз-таки в книге должен быть вот этот элемент поучения. И в этой книге он, безусловно, есть, но он немножко скомкан, особенно под конец. Если рассматривать, правда, эту книгу как вот настольную книгу ребятишек маленьких, которых надо как-то учить жизни, то, правда, нужно было тогда в конце немножко расписать, что... Они же даже не поговорили в конце нормально. Они как-то сделали каждый свой вывод, и все. Денис Мударисович активно писал для юношества. Он оставил множество рассказов и повестей, помогающим подросткам и детям лучше понять человеческий мир. За повесть «Верхняя улица. Наше владение» Денис Буляков посмертно был удостоен премии газеты «Ян Шишме». Так, давайте сейчас охарактеризуем всех персонажей. Кто, по вашему мнению, хороший, кто, по вашему мнению, плохой, и вообще, есть ли там деление на хороших и плохих? Наверное, начну я? Да, никто не против. Нет, вообще, на самом деле, считается то, что, условно, деление на хороших и плохих в произведении классическом это не очень хорошо. Ну, в принципе, да, то, что как бы это из-за этого теряется многомерность персонажа, его многовариативность и, условно, второе дно, да, в которое может проникнуть человек. И если с этой позиции говорить о этом произведении, то, конечно, по моему мнению, там очевидное деление на хороших и плохих, положительных и негативных, но и говорить там, и даже если не говорить про детскую литературу, в принципе, вот когда, например, я читал, может быть, это просто у меня такие особенности чтения, но я не почувствовал этого, то есть я не почувствовал отторжения от этого. То есть бывает, когда, допустим, сказки какие-то, там ты, естественно, воспринимаешь это деление на хороших и плохих, потому что это как бы очевидно. А тут тоже такая, тут тоже, условно, такая типа сказочная повесть, правда, о детском времени, но это даже более похоже на дневниковые записи, потому что в дневниковых записях всегда речь идет с одного человека, и как бы восприятие одного человека, и с помощью него мы видим каких-то персонажей только в его впечатлении, то есть тоже негативных и позитивных. И в этом смысле я считаю, что здесь оно, очевидно, ярко прослеживается, но при этом это не вредит произведению, а только, наоборот, подчеркивает какие-то интересные детали в образах. Гюльнара, она, наверное, положительный персонаж, которая как бы совершала поступки, не совсем хорошие по отношению к ее другу. Но это как поучительное произведение, поэтому это абсолютно допустимо. И она ведь жила в не очень богатой семье вместе с мамой. Ее отец, к сожалению, погиб, когда она еще была маленькой. И вот, получается, сентябрь, у нее день рождения, мама дарит костюм, она радостная, идет на соревнования, и там происходит ссора, где как бы ее оскорбляет за то, что она дружит с Евдатом, а за нее не заступается ее подруга Танзиля. Танзиля заступилась за Гульнару. Она там все время за нее заступается. Она забыла, типа, тут прийти на день рождения, но она такой добренький. Персонажик. Добренький. Нет, вообще, вот если говорить об этом, то, что Гульнара, она, наверное, позитивный персонаж, действительно. Очевидно, что это главный герой. Если мы говорим о поучительном произведении, то она нас учит тому, что надо сначала думать, а потом совершать поступки. Других. Допустим, Сакина, она же как бы отрицательный герой. Ведь она говорила плохое про всех, и ее послушала Гюльнара, и после этого тоже завертелась, закрутилась, да. Кстати, я хотела провести параллель между Сакиной и персонажем книги под названием «Чучело». Помните, там была девочка... Пуговица? Железная пуговица. Да. Железная пуговка. Очень похоже. Да, мне тоже но показалось. В конце произведения вот эта железная пуговка, она сказала одну фразу, которая сразу же
смягчила отношение к персонажу. Да, она, безусловно, отрицательный персонаж, но она сказала, что да вы все поступаете, как моя мама. То есть у нее какие-то там сложные отношения с родителями, и поэтому это вот выливается в то, что она как-то обижает других детей. Кто-нибудь заметил, что Сакина в конце исправилась или сказала какую-то цепляющую фразу? Может, я забыла, но я этого не заметила. Кстати, интересно, замечу, вот я когда читал, вначале кажется, что главный герой Гульнара, да, вот читаешь, а потом к концу оказывается то, что Евдат главный герой. Это прикольно просто. Заметка такая. Заметили ли вы это и считаете, зачем это сделано? Я заметила, и меня это даже немножко смутило, как будто с второй главы начинается абсолютно переключилась на другая Евдата. история. Я не заметила в этом переключении какого-то сакрального глубокого смысла. Нет, ну типа у них просто они простые образы сами по себе. Их не надо много им пространства литературного, чтобы их раскрыть. Да. Я, наверное, предположу, что он хотел создать многомерные произведения, точнее, шло бы повествование не только от лица главной героини, но еще было бы второе лицо. Да, но тогда надо было такой интересный ход дожать. Тогда не нужно было два героя брать. Тогда нужно было и со стороны не только Гульнара, а еще Тензили и так далее. Кстати, концовка смазана, как кто-то считает. Я же сказала, да, концовка смазана. Да. Просто как будто посередине обрывается, и вот они уже никто не дерется, он просто... Ну вот я вас слушаю, а прием-то интересный. Я с таким приемом никогда не сталкивалась, что ближе к концу книги ракурс совершенно меняется, и мы... Ну не к концу, две главы, я такого никогда не встречала. Ну не то, По что мне совершенно композиция интересная. меняется, просто, я хочу сказать, просто меняется повествование. То есть Все равно приходит к да, какому-то выводу, как будто бы, и все. Ну еще к тому же интересно наблюдать, как Евдат, он эволюционирует. Видно, как он развивается по ходу книги, как он там учится боксировать. Я, конечно, не согласен с тем, что это выставлено хорошо, потому что применение физической силы — это отвратительно в любом ее проявлении, но просто интересно, как условно из такого тихони мальчика-отличника он развивается в человека, который может дать сдачу, может дать отпор, и в конце даже проявляет инициативу, то, что он берет эти кленовые листья. Как раз почему название, то, что, мне кажется, он названием хотел подчеркнуть самую главную тему, самую главную деталь, да, которую он хотел внести в это произведение, это как раз вот эти кленовые листья, которые он на окно и кладет, когда она болеет. Образ заботы, образ такой чистой дружбы. Вот мы сказали про Гюльнару, но ведь Евдат, он ведь самый положительный герой, он вообще ничего плохого не делал, он даже не держал обиду как-то на Гюльнару, вот для меня Евдат все-таки самый такой приятный герой из всех, он взрослеет, становится более смелым, он еще и сам зарабатывает себе на костюм. Вот это покорило. Вот, да. кстати, я тоже хотела обсудить именно Евдата как отдельного персонажа. Мы с вами обсудили уже Гульнару и обсудили Сакину. Давайте вот перейдем на Евдата. Это, наверное, самый понятный для меня образ, такой чистый, положительный. Так как я не дочитала, это очень милая сцена была, когда он клал кленовые листья, как Руслан сейчас рассказал. Это очень мило. Для меня наконец-то завершился образ Евдата именно в этой книге. Тут персонаж развивается, и вот это очень круто. Только интересно, что ты не дочитала. Да, не дочитала, потому что повествование мне не понравилось, но персонаж интересный. Денис Буляков – отличный пример представителя башкирской творческой интеллигенции. В его произведениях можно увидеть эталон литературного башкирского языка. Я хотел бы еще заметить интересная деталь, то, что, условно, писатель, он не просто так добавляет, какие-то вот эти образы и детали, а то, что там отец Евдата, он по политическим мотивам заключен в тюрьму, да, то, что отец Гульнары оказывается утоплен. В детстве то, что не просто так, если бы он хотел, он мог бы сделать этих отцов живыми, то есть сделал такую деталь, очевидно, он что-то хотел этим сказать. Во-первых, тем, то, что у Евдата отец именно по политическим, не просто там по каким-то мотивам, а именно по политическим мотивам он оказывается в тюрьме, да? И как вы считаете, зачем это было сделано? Отвечай сам. Нет, мне показалось просто то, что он хотел даже в детском произведении поднять тему того, что не всякий, кто осужден, виноват.
В 80-е годы прошлого столетия, как известно, происходила активная перестройка в нашем обществе. Начали подниматься проблемы национальной культуры и родного языка, духовного развития народа. Денис Мударисович не остался безучастным наблюдателем происходящих изменений в обществе. Его романы «Пришелец», «Жизнь дается однажды» и «Взорванный ад» стали хроникой изменений в культурной жизни республики. Подводя итог, скажу, что, послушав сейчас всех вас, меня заинтересовала эта книга, и я ее прочитаю, ладно? Не верю я в это. Не Прочитаю. верю. Ну ладно. Прочитаю, честно. Она тебе назло только. Я специально не так и сказал. не назло. Нет, действительно, интересная очень книга. Она для меня сейчас открылась с другой стороны, потому что, когда я ее начинала читать, она мне показалась достаточно простой и однобокой. Но вот сейчас я понимаю, какая она сложная, даже несмотря на то, что это детская литература. Вот такой у меня Детская вывод. литература самая сложная, на Да, самом вот деле. такой вывод у меня напрашивается, да, что детская литература должна читаться в любом возрасте. Вы не считаете, что мы ищем смысл там, где его нет? Ну, там Смысл есть, можно безусловно, найти, на там самом есть. деле, В смысле? естественно, он есть, я утрирую, Он не на но поверхности даже. что-то мы... Не-не-не, смысл Нет. можно найти Чересчур. везде. Даже Детская если литература. автор Детская не литература самая вкладывает- сложная литература, которая может быть. Да, на самом-то деле можно разбирать любое произведение. Для детей Это- написать труднее, чем для взрослых людей. Да, Ты должен ребенка заинтересовать. Ребят, ну не нам судить, какая литература сложнее, детская или взрослая Нет, ну это как литература. бы- Она вся... это мнение. Наша Это Нет, мнение. не то, что сложнее, просто мы говорим о том, что в плане написания, если мы в плане написания, то что детскую литературу действительно труднее писать. Потому что ты рассчитываешь, во взрослой литературе ты рассчитываешь на писателя знающего, ты рассчитываешь на то, что тебя должны понять, а тут ты не можешь на это рассчитывать. Тут ты должен подстраиваться, и в этом как раз-таки заключается мастерство писателя. Я хотел бы сказать как раз, если мы уже завершаем, то, что это произведение хоть и для детей, очевидно, что вы должны читать дети в первую очередь, но даже если вы читаете его в подростковом или уже в таком возрасте, там, в нашем, да, условно, все равно там можно что-то откопать, что-то найти. И, в принципе, оно из-за того, что оно небольшое, в принципе, можно провести вечерок. В памяти писателей живет и сегодня. В школе деревни Арсланова присвоено имя писателя, а перед зданием школы установлен его бюст. В Мелиузе Сибае в его честь названы улицы. На доме в городе Уфа, где он жил в последние годы, и на здании Белебеевского сельскохозяйственного техникума установлены мемориальные доски. В деревне Смаково создан литературный музей писателя. Учреждена литературная премия имени Дениса Булякова. Как вы считаете, это произведение актуально для разных возрастов или нет? Потому что в прошлых выпусках мы с вами обсуждали то, что любое произведение нужно читать в разных возрастах. Можно ли это прочитать, допустим, когда тебе 6 лет, 14 и 20, грубо говоря? И Ну 40. вот скажи мне, например, вот сказки, например, да? Сказки абсолютно только детская. Но ведь если сказки читать в сознательном возрасте, если ты смотришь на них уже имея какой-то читательский опыт, ты там находишь что-то, что ты раньше не мог найти. Я думаю, что это произведение тоже можно к ряду этих условных сказок отнести. Произведение интересное, и тут вопрос, наверное, не в том, можно ли его читать, а понравится ли оно. Да, Да, вот тебе может же, быть, ты же сама не Может быть, не не дочитала понравится. до конца. Нет, да, потому Но что... я хочу сказать, что также ребенок в детском возрасте, это как лет 5-6, он не поймет, не каждый ребенок поймет смысл. И поэтому я думаю, что периодически стоит даже нам, даже в подростковом возрасте, все равно читать детские произведения. Это разнообразие, это тоже, это интересно, это посмотреть с другой стороны. Да. Ну, а мне наоборот, у меня не было такого воодушевления, что как хорошо, я, наоборот, такая, потратила время. Но это как раз-таки показатель Ну разных. вот, это очень хорошо, то, что у нас с вами разные точки зрения, разные мнения. И знаете, я себя сегодня почувствовала между двух огней. Тут те, кому не понравилось немножечко, скучно было, те, кому понравилось. Ну все на этом. Спасибо вам большое, ребята, то, что мы с вами так сегодня интересно обсудили это произведение. Читайте книги и будьте с нами на одной волне, дорогие телезрители. До новых встреч! Наш урок подошел к концу. Я уверена, что мы смогли пробудить в вас желание прочитать повесть «Клен обновляет листья».
Ну и в конце выпуска я предлагаю вам услышать башкирскую речь. Ученики расскажут стихотворение из раннего творчества Дениса Булякова. Важно отметить, что он писал стихи только в юности. Ул кая бит бигрәк текә, менә алмасын дустым тинеләр, услы таштар тәнеңде йыртыр, каның агыр һинең тинеләр. Куркыттылар мине төрлесәрәк, гомерең әрәм үтәр тинеләр. Кая текә яңгыз үрмәләргә, көссең етмәс инде тинеләр. Достар бушты әйтмәс тиеп күндем, ләкин йөрәк риза булманы. Кескенә булһа ла, күкрәгендә үҙенекен туланы.